Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что ждет вас на будущей неделе? Что принесут вам следующие 7 дней? Что вам по судьбе? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, что ждет меня на будущей неделе, что мне по судьбе. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую точную, верную и полезную информацию. Напоминаю, что все мои видео заряжены на позитив, на восстановление, на улучшение и на раскрытие вашего потенциала. Так, мои хорошие, неделя у нас идет спокойной. Спокойной, размеренной. Неделя, где вы сможете расслабиться, выдохнуть, отдохнуть и даже набраться сил. Вот обратите внимание на корешок. Вы видите, как люди вот друг на друга опираются. Мужчина опирается на женщину, женщина опирается на мужчину. Здесь гармония, гармония между людьми. Если были какие-то проблемы, если что-то где-то там не ладилось, какие-то трещинки шли, вам удастся договориться, вам удастся прожить эту неделю в гармонии и в мире с друг другом. И это не только про мужчину и женщину, также это может означать, что в семье у вас будет лад и порядок, с близким человеком найдете общий язык. Если, например, там с друзьями что-то там не клеилось, не ладилось, вот будете чувствовать себя замечательно. Вы видите, люди опираются друг на друга. То есть люди не только там не ругаются, да, но и друг друга поддерживают. Мне очень нравится, как будут на этой неделе чувствовать себя женщины, потому что женская фигурка вышла у нас, ну, такая вот полненькая, и фигурка сама по себе такая, вот знаете, пышет здоровьем, хорошим таким настроением. У женщин все будет получаться задуманное. Либо, знаете, как вот что-то вы задумали, да, оно в принципе невыполнимое. Сразу вот ваша там интуиция, либо ваш разум вам будет говорить, да нет, лучше поступи по-другому. И вы так, ну да, а что это я? И будете принимать правильные решения. У мужчин немножечко будет по-другому. Для мужчин эта неделька, она как решающая. Да? Какие-то вещи для мужчин будут решаться. Мужчины, вам, конечно, придется показать себя, да? показать свое намерение, показать свои возможности, показать свою решимость в любом вопросе. Касается ли это личной жизни, касается ли это работы, там, здоровья, неважно. Важно, чтобы вы для себя четко понимали, что я не имею права топтаться на месте, я должен идти только лишь вперед. И смело об этом заявляли, если вас там, например, спросят. Да, это очень важно для вас. Вот как вы себя покажете в эту неделю, решимость свою, да, то есть не надо там ходить, бить себя там грудь кулаком и кричать «я всех порву». Нет, просто покажите свою решимость, покажите свою стойкость характера, и все получится замечательно. Что на неделе порадует? Порадует то, что не будет плохих новостей. А если какие-то там и будут вбросы, они будут настолько вот уже, знаете, как, приелось, да, приелось, уже не будет такой реакции, уже не будет там такого эффекта от этих бросов. То есть люди уже, попривыкли, да. То есть понятно, что случилось, произошло, что теперь делать, там идти всем вешаться? Нет, конечно. Уже вот реакция будет притупленная, да, именно на негатив. Вот, из хорошего. Кому-то откроется путь. Кому-то откроется путь, кому-то откроется возможность. Либо будет принято какое-то радикальное решение, которое несет сплошной позитив, либо наконец-таки, будет получено предложение, либо высказано предложение, либо одобрено что-то, вот чего вы ждали очень давно. В принципе,
Это ожидаемо, это не произведет какого-то там мега-эффекта. Вы это ждали, вы это получаете. Все замечательно, все идет у нас по плану. Дальше, мои хорошие, здесь человечек, который будет нуждаться в вашей помощи, как никогда. Это может быть кто-то из ваших родственников, может быть там друзья, коллеги, там, соседи, да, то есть человек очень нуждаться будет в помощи. И эту помощь вы будете оказывать. Дело это благое, не ждите благодарности. То есть человек, конечно же, вам будет благодарен. И, конечно же, вы очень выручите этого человека. Но у человека вот как-то, знаете, как... Ну, мысли даже об этом сейчас нет. То есть человек будет сосредоточен на решении своей проблемы. То есть там проблема достаточно серьезная, и нужно будет ее любой ценой решить. Конечно же, человек вас позже поблагодарит. То есть если вдруг так произойдет, что вы поможете, а человек там даже спасибо не скажет, не надо обижаться, просто не то состояние, да, человека, он просто об этом не подумал. Конечно, благодарен. И, конечно же, он вам потом уже все выскажет, там, задарит, я не знаю, что-то для вас делает хорошее, позитивное. Не спешите обижаться, не спешите, потому что человеческий фактор, его никто не отменял. А ну как, придет в себя, там, выдохнет, да, и со словами благодарности, еще с каким-то, возможно, подарком к вам обязательно придет. Дальше, мои хорошие, что на этой неделе важно? Важно любить себя. Если вы хотели что-то купить для себя, какую-то обновочку, может быть, привести себя в порядок, там, пойти стрижечку какую-нибудь сделать, да, там, волосики покрасить, там, к косметологу сходить, ну, какие-то улучшения в себе сделать. Это очень хорошее время. Особенно будут эффективны массажи. Все то, что восстанавливает вас, восстанавливает ваши силы, восстанавливает вашу энергетику. Если вы хотели сесть на диету, прекрасное время, делайте, и в удовольствие оно пойдет, и без лишнего такого напряжения, да, особенно эмоционального. Так, дальше смотрим. Что касается работы, ну вот кто искал работу, здесь будут предложения. Причем 2 предложения идут, ну где-то вот они приблизительно похожи. Но я не вижу, чтобы вы на этой неделе уже начали работать. То есть либо если даже вы одобрите предложение, то как бы выходите вы, наверное, со следующей недели. В принципе, есть к чему присмотреться, есть за что зацепиться, и я думаю, что вы выберете одно или другое место. Если вы уже работаете, то тоже могут быть какие-то предложения вот в плане, может быть, там расширение ваших обязанностей, либо наоборот перехода на новую должность. Кому-то могут предложить взять там, ну, ученика, ученицу, да, человека взять на обучение. Кому-то могут предложить, ну, за дополнительную, конечно, плату, да, поработать за кого-то, кто, например, сейчас не вышел. То есть, в принципе, предложения будут оптимальные. То есть есть над чем подумать, есть за что зацепиться, ухватиться. Если вы работаете сами на себя. Для тех, кто работает сам на себя, в принципе, у вас тут все идет как шло, то есть вы работаете в стандартном режиме, никаких перенапряжений я у вас не вижу. То есть ровно, идет именно ровно. Если вы надеялись на заключение каких-то новых договоров, какие-то вот заключать сделки, то на этой неделе, скорее всего, ничего такого не произойдет. Если у вас что-то назначено, возможно, это все перенесется. Критичного ничего нет, просто как по каким-то техническим, например, причинам, да, это все может перенестись. Я не вижу, чтобы вы тут особо нервничали и переживали за то, что происходит. По деньгам. Деньги идут. Здесь получение денег. Это может быть как зарплата, это могут быть какие-то начисления, выплаты. Ну, партнер, да, вас там зарплатой своей порадует, да, денежка у вас будет. Каких-то вот особых не вижу. С деньгами перебоев, кроме того, что кто-то вот будет часть денег куда-то отдавать, что-то оплачивать. Но, в принципе, это уже запланировано, это не будет для вас новостью. То есть вы знаете, что нужно там оплатить. Кто-то кредит будет платить, кто-то будет платить там коммунальные платежи. Но, тем не менее, вы платите, вы знаете, что вы делаете. Экстра трат на этой неделе я у вас не вижу. Так, здесь будут какие-то разговоры. Разговоры относительно будущего, планирования будущего, каких-то вот решений глобального характера. Но опять же, это только разговоры. Возможно, понадобится какая-то профессиональная помощь. Вы будете искать себе помощника, либо человека, который даст вам
консультацию, найдете такого человека. Вот девчонки, девчонки, которые, да, хотели бы устроить свою личную жизнь, обратите внимание на того человека, который будет вам там профессионально помогать, давать консультации, либо выполнять какую-то работу для вас. Присмотритесь к этому человеку. Возможно, этот человечек вам понравится. Возможно, будет взаимная симпатия и, ну, скажем так, да, начало отношений. Отношений, которые у вас завяжутся именно в каком-то вот деловом общении, в деловом формате. Вот. В принципе, неплохо. Человек вот неплохой, я вижу, к вам придет. Главное, вот смотрите по сторонам, да, не такая сама вся в себе, в своих мыслях. А посмотрите, присмотритесь к тому, что улыбнитесь человеку, да, покажите, что вы общительная, приличная женщина. Дальше, мои хорошие. В семье, в доме. В семье, в доме, в принципе, я уже сказала, да, у нас тут все неплохо, но могут быть какие-то незваные гости, да, люди, которые напросятся к вам в гости, либо там неожиданно вам звоночек такой поступит, что а мы к тебе хотим зайти, либо мы там где-то рядом в твоем районе, впусти нас в гости. Такой момент может быть, в принципе, не критично. Ну, я бы на вашем месте, да, запаслась бы какими-нибудь там вкусняшками на случай неожиданных гостей, чтобы не чувствовать себя некомфортно. Так, еще по поводу детей хочу сказать. Возможно, придется уделять время детям больше, чем обычно. Потребуется либо ваша забота, либо ваше участие в решении каких-то детских проблем. Ну, у кого там детки, внуки, да, придется, конечно же, с этим вопросом поработать так, ну, конкретно, скажем, да. Так, здесь вот в конце недели кому-то идет романтика. Романтика связана с приятным времяпрепровождением с вашим партнером. Возможно, пойдете в кино, в ресторан, либо какая-то у вас романтическая прогулка будет, так, чтобы вы там вдвоем друг друга там побаловали, порадовали вниманием. То есть очень мило будет, очень приятно. И, ну, как соскучились вы по таким романтичным отношениям. Замечательно. Дальше. Мне не очень нравится приставание. Тут идут к вам. Кто-то будет к вам приставать, кто-то будет навязывать свое внимание, кто-то будет пытаться вам, ну, навязать, да, свое общество. Это может быть как вживую, так может быть через интернет. Да, то есть человек какой-то к вам пристанет. Пристанет, и причем, ну, такие ухаживания, знаете, ну, скользкие, неприличного характера, да, то есть у человека, ну, увидев вас, да, человек прям там загорится, крышу сорвет и будет вам всякое такое непотребное предлагать. С одной стороны, конечно, если вы девчонка боевая, можно развлечься в плане того, что там, ну, подколоть этого человека, как-то там потроллить его. А если вы не желаете тратить свое время и вам это, в принципе, неприятно, то, ну, держитесь, ну что сделаешь, вот такая вы прекрасная, вот такая вы замечательная и манкая, что мужчина, просто увидев вас, потерял над собой контроль. Вот так тоже бывает. Ну, вы считаете, что это какие-то извращенные комплименты он вам будет отпускать. Так, у кого будут поездки на эту неделю, кто-то запланировал себе поездки, думает об этих поездках. Поездки пройдут успешно, по плану, прям тут-тут-фу, да, как запланировали, так у вас все будет. Единственное, что пункт назначения, вот куда вы будете ехать, там что-то может быть либо не готово, либо вам придется чего-то ждать. Ну, например, там вы запланировали поездку, что-то поехать там забрать, либо там наоборот отвезти. Вы приезжаете, вы вынуждены будете потратить больше времени, чем запланировали, потому что что-то где-то будет не готово, что-то будет там прям доделываться на ваших глазах, либо люди, которые должны были что-то забрать, там будут опаздывать, допустим, да, не смогут вовремя там прийти навстречу. Ну, ничего плохого в этом нет. Вы не особо от этого там пострадаете, либо не особо будете переживать. Вас очень будет радовать природа. Не знаю, природа, возможно, погода. То есть будете наслаждаться тем, что вы видите. Если вы, мои хорошие, живете в большом городе,
Если вы редко себе позволяете выходить на улицу, я бы вам очень рекомендовала погулять. Погулять, вот походить, подышать свежим воздухом, то есть доберитесь до ближайшего парка, ну, прям позвольте себе там где-то часик, там полтора, ну сколько у вас есть свободного времени, походить, погулять, подышать свежим воздухом. Вам это нужно для того, чтобы наполниться энергетикой, успокоиться, отпустить, обдумать какие-то вещи, вопросы, которые не дают вам покоя. Так, кто у меня будет заниматься какими-то общественными вопросами, связанными с госучреждениями, с какими-то вот, ну, сложными, да, сложно поддающимися пониманию вопросами, обстоятельствами. Ну, обычно мы такое встречаем в госучреждениях, муниципальных учреждениях, когда мы обращаемся к власть имущим людям, да, вам будет сопутствовать удача. То есть вот как-то будет все складываться, да, что вам там без очереди, либо там вам дадут все, что вы хотели, отнесутся по-человечески, каких-то проблем у вас не возникнет. Наоборот, вот будете еще удивляться, как я удачно, да, как удачно я сходила, как вот я все свои вопросики, там, проблемки порешала. Замечательно. Если у вас что-то запланировано, и вы сомневаетесь, заниматься, не заниматься, конечно же, занимайтесь, потому что вам в этом деле будет сопутствовать удача. Так, по поводу здоровья. В принципе, ничего плохого я здесь не вижу. Каких-то там обострений, приключений и прочего не будет. Не будет, ну, как бы в рамках разумного, да, соблюдайте гигиену, следите за своим здоровьем, реагируйте на всякие там изменения в природе, в погоде, в вашем состоянии, все будет замечательно. Так, а кто запланировал и будет обращаться к специалистам, особенно это касается вот стоматологии, я не знаю, что-то вот горло, там, например, могут быть там уши, да, нос, будете обращаться, обращайте внимание на гигиену. На гигиену, если что-то вас не устраивает, то есть там доктор там не пользуется одноразовыми перчатками, либо там не моет руки, да, там поковырялся в носу при вас, лучше с таким доктором дел не иметь. Потому что, в принципе, ничего плохого не случится, но вот это моральное напряжение, которое вот у вас там в голове заведется, оно вас будет беспокоить. Потом вы еще будете думать, а вдруг там какие-то последствия, да, то, что там человек не соблюдал гигиену. Вот, но в принципе ничего такого я не вижу. Неделя очень спокойная, размеренная. И время такое, знаете, вот отдохнуть, набраться сил. Так, самый конец недели, самый, да, то есть это уже пятница, суббота, возможно, получение того, чего так долго ждали. Но это похоже на документ, это похоже на какое-то письмо, какое-то даже, может быть, извещение, у кого-то отыграется как и предложение. То есть вы получаете. Ну, в принципе, опять же таки, вы ждали, вы это получаете. Так, по поводу... Вот еще мужчины какого-то хочу сказать. Тут мужчина что-то будет передавать. Либо ваш мужчина что-то купит такое, да, будет вам там как-то пересылать, либо закажет доставку, там доставка это будет ехать, либо как посылка идет от мужчины. Почему-то посылка, коробка, может быть там цветы, мужчина вам там закажет, курьер привезет, может быть какой-то подарочек вам купит. Ну, прям как сюрприз идет. Сюрприз, неожиданный причем сюрприз, который вас также порадует. Кстати, у кого-то отыграется, что от родственников может быть посылка. Но отправляет почему-то мужчина. От мужчины как адресат, да? Отправитель это мужчина. Вот. То есть такая еще может быть радость. По поводу... Ну, тут больше похоже на покупку еды, там чего-то необходимого. Я не могу сказать, что вы очень много денег будете тратить, но что-то вы будете покупать, либо вы будете думать, покупать, либо не покупать. Может быть, какой-то деликатес, что-то вот у вас будут как совесть, да, могу ли я себе позволить, стоит ли мне там тратить столько денег на там, еду, допустим, да, либо на какую-то вещь. Пожалуйста, не задумайтесь об этом, порадуйте себя, вам очень нужно себя будет чем-то порадовать, какой-то себе личный подарочек сделать. То есть, если хочется, конечно же, берите. Берите и даже не думайте. Вам очень важно получить в эту неделю по максимуму положительной энергии, положительного заряда, чтобы вы
Ну, действительно, понимаете, у вас, я так понимаю, следующая неделя будет достаточно боевая, да, и вам нужно вот пополнить свою энергетику, вам нужно порадоваться, получить эндорфины и подготовиться к какому-то труду, каким-то задачам, которые лягут на ваши плечи. Так, ну и еще хочу отметить, вот для кого-то это будет важно, что-то маленькое, может быть, кто-то на этой неделе станет счастливым обладателем маленького теплого комочка. Не могу сказать, что это. Это какое-то маленькое животное, да, то есть котенок, щенок, может быть, что-то более экзотическое. Ну, идет именно такое крошечное, маленькое. Не шокируйтесь, не думайте, там, справлюсь, не справлюсь, все будет замечательно. То есть, может быть, там дети выпросят, да, там какой-то сюрприз вам идет. Но, в принципе, это все во благо, чтобы вы там не переживали. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.